Представители женских общественных организаций Абхазии, около 100 человек, пришли в парламент республики выразить озабоченность в связи с последними событиями в стране. Это, в частности, убийство и самосуд в Ачамчирском районе и в Сухуме, а также надругательство над несовершеннолетней девочкой и последовавшее за этим убийство ее сестры. По словам женщин, безнаказанность достигла предела, и это разлагает наше общество и угрожает разрушением нашей государственности. Если бы сделали это раньше, не было бы этих чудовищных, совершенно извращенных преступлений, не погибла бы девочка, понимаете? Вот это наше равнодушие, то, что мы сидим все по домам и говорим, вот это плохо, не собрались. А если бы мы собрались хотя бы полгода назад, год назад, не было бы многих вот таких преступлений. Это должно послужить нам уроком, что мы должны сразу остро реагировать. Нельзя запускать болезнь, понимаете? Вот безнаказанность, она развращает людей. И она развращает именно самых худших членов общества, которые начинают думать, что с другими людьми можно делать все. Теперь важно не этот пыл не растратить, а вот жесткий контроль общественного учредить, потому что мировая практика показала, без общественного контроля ничего не бывает хорошего. Потому что власти очень быстро забывают, что они тоже вышли из простого народа. Жесткий контроль должен быть на всех уровнях, и вот по отношению к этому делу особенно, потому что вопиет просто к небу. Это уже вот мы так низко пали, что дальше просто некуда. Вместе с женщинами в парламент пришли и родственники пострадавших девочек. По их словам, кроме того, что девочки стали жертвами ужасных преступлений, а в обществе муссируются различные несоответствующие действительности слухи, вся семья подвергается давлению. Они обратились в парламент с единственной просьбой – оградить их от преследования и как можно скорее найти и наказать виновного. Депутаты с пониманием отнеслись к женщинам-матерям и заверили их, что будет сделано все возможное для раскрытия этих и других громких преступлений, имевших место в Абхазии. Однозначно сразу будет создана комиссия с включением туда и с общественных организаций людей для того, чтобы проследить за выполнением тех законных действий, которые проводят органы прокуратуры и Министерство внутренних дел по данному вопросу. Скорее всего, эта комиссия может будет рассматривать и дальше некоторые моменты, которые были не только с этим преступлением связаны, а до этого тоже. Чтобы в Абхазии эффективно решать вопросы преступности, надо полностью реформировать нашу правоохранительную систему, уверен депутат Рауль Лолуа. Реакцию общества мы видим, и она достаточно серьезная. И не замечать этого нельзя. Я уверен, что правоохранителям в целом это будет дополнительный стимул, чтобы все-таки серьезно разобраться с тем делом, который сейчас мы обсуждаем. Реформирование вообще правоохранительной системы давно назрело, и сегодняшняя ситуация явно тому подтверждение. Я считаю, что надо очень серьезно этим заняться, и заняться здесь, в парламенте. После встречи с представительницами общественных организаций Абхазии депутаты приняли решение провести экстренное заседание сессии Народного собрания с участием представителей Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел. По итогам заседания парламентскому комитету по обороне и безопасности поручено контролировать расследование данного дела и информировать общественность о ходе следствия. По просьбе женщин к работе комитета будут привлечены и представители общественности. Народное собрание парламента Республики Абхазия также решительно осуждает совершенные гнусные преступления и примет все необходимые меры в рамках имеющихся законодательных и контрольных полномочий в целях полного и всестороннего расследования двух связанных уголовных дел. По предложению общественности Комитету Народного собрания по обороне и национальной безопасности поручено осуществить контроль за ходом расследования по уголовным делам и регулярно информировать парламент Народного собрания и общественность. Затем заседание сессии было продолжено без участия журналистов. Ирина Аршба, Саид Агухава, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.